Суусунду кандырганга убакыт келди. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу дайнекси. Нитро Фреш. Давид менен Сергей. Выиграть новый автомобиль реально. Примите участие в розыгрыше от сети АЗС Red Petroleum. В этом году розыгрыш пройдет в 4 этапа. И в конце каждого этапа будут разыграны автомобиль Hyundai Elantra или пикап Jack T9, 10 iPhone 15 и 100 денежных сертификатов. Заправляйтесь любым топливом сети АЗС Red Petroleum через приложение RedPay. Каждые 2000 сомов один лотерейный купон. Подробности в приложении RedPay. Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. Канал ЛТР Лимбилем представляет вашему вниманию матч Кыргызской премьер-лиги. Друзья, стартует. Вчера стартовал у нас 11-й тур, ну и второй игровой день. Сегодня у нас намечены одновременно две игры, и одна из них у нас проходит здесь, в городе Кант, Нитро Арена, где в рамках 11-го тура Алга Бишкекская принимает гостей из Абдушаты. Но мы уже привыкли, да, к тому, что в этом году многие команды не имеют своего дома временно, но по завершении ремонтных работ, по завершении реставрации, построек новых стадионов, конечно же, команды вернутся к себе домой и, соответственно, свои домашние матчи они будут проводить у себя. В матче первого круга между этими командами 9 мая сыграли здесь, на этой же арене, Абдушата и Алга. Был разгромный счет. Абдушатинцы 5 мячей забили в ворота Руслана Амирова, и со счетом 5-0 та встреча завершилась. Ну и сегодня мы ждем, конечно, от алгинцев прогресса, потому что вот эта пауза, да, которая была в рамках Кыргызской премьер-лиги, эта пауза должна пойти на пользу этой команде. Сменился тренер. Еще ранее был уволен, вы знаете, Самат Сюйвалиев. И вот возглавил эту команду Мирбек Шабданов. Человек, который работает в системе этого клуба. До этого работал с молодежной командой. Ну, посмотрим, что из себя представляет этот тренер. Ну и, конечно же, Ислам Ахмедов продолжает работать с Абдушатой. Абдушатинцы и в этом году довольно здорово выступают. На первой позиции находится эта команда. Ну и все готово к старту этой встречи, друзья. Соскучились мы по нашему внутреннему чемпионату. Сборная Кыргызстана провела свои две игры, и в состава Абдушаты довольно много имен были включены в стартовый состав и вообще в состав сборной Кыргызстана. Состав играющих команд, дорогие друзья: 13-й Кутман Кадырбеков в воротах у Абдушаты, 7-й Арген Джуматаев, 8-й Азим Азаров, 11-й Фархат Мусабеков, 14-й Нурланбек Сарыхпаев, 25-й Магомед Тузденов, 26-й Асхарбек Салиев. Ну и я не успел даже закончить составы играющих команд, и залетает мяч в ворота алгинцев. Ну как так-то, друзья? Ну и сразу же видим, да, абдушатинцы обозначают, да, что несмотря на статус, да, вот несмотря на то, что домашней командой на бумаге является Абдушата, то есть Алга, то Абдушата, она играет у себя на родном стадионе при поддержке родных трибун, и забивают они первый гол. Вот так вот, друзья, 1-0. А я продолжу состав озвучивать. Мирбек Ахматалиев, 32-й, он капитан команды. Айдар Ахматов, 34-й, 70-й Атай Джумашев, 79-й Бекджан Сагамбаев, Ислам Ахмедов, главный тренер команды. Руслан Амиров, 93-й, в воротах у Алги, Мустафа Юсупов, 2-й, Баяман Кумарбаев, 4-й, Азиз Садыков, 8-й, Гульджигит Бөрыбаев, 9-й, Андрей Долженко, 13-й, Бахтияр Душепиков, 20-й, 22-й Темирбулот Тапаев, 29-й Авазбек Уткеев, 30-й Турсунали Рустамов, Мирлан Бекбердинов, он играет под 71-м номером, Мирбек Шабданов, главный тренер Алги. Рыспек Шекербеков сегодня в качестве главного арбитра, Аталан Самсалиев, то есть Алмазбек Бердыкулов, первый помощник, Азамат Садыбакасов, второй помощник, резервный арбитр матча Нургазы Чолпанбаев, инспектор матча Юрий Ирошенко и комиссар матча Наталья Угрюмова. Для вас работает ваш комментатор Актилек Джанчиев. Ну и вот так вот, сразу же 1-0. Ну и мы ждем, конечно, ответа от алгинцев. Конечно, за такой маленький срок изменить многое нельзя. Но иногда смена тренера, приход нового тренера дает импульс некоторым командам. И мы ждем, может быть, и
алгинцев что-то изменится. Фархат Мусабеков забивает гол. На этот раз Мусабеков не вызван был в стан национальной сборной Кыргызстана, но мы знаем, что Фархат Мусабеков может дать многое команде национальной сборной. И если с его здоровьем все в порядке, непременно он, я думаю, будет вызываться в национальную сборную. Тем более и в сборной у нас поменялся, друзья, тренер Максим Лисицын, главный тренер Дордоя. Теперь будет работать уже в качестве главного тренера национальной сборной Кыргызстана. Ну, если такими темпами, да, вот сразу же на первых минутах абдушатинцы забили гол, я думаю, что 5 мячей, которые были забиты в матче первого круга 9 мая, сегодня тоже можно ожидать. Алгинцы с мячом. Верхом следует передача вперед. Цепляется впереди Турсунали Рустамов. Он сегодня играет в центре нападения. Абдушатинцы перебирают мяч к своим ногам. Спокойно они контролируют сферу. Но это их отличительная сторона, да? Команда любит владеть мячом. Чуть было не ошибается здесь Магомед Узденов. Чуть не подвел Аскарбека Салиева. Но Салиев сумел в подкате выбить мяч за боковую линию. Аут разыгрывает алгинцы. На левом фланге мяч. Сразу два футболиста настигают алгинца. И спокойно абдушатинцы мяч смогли отобрать. Прижимают оппоненты алгинцы к своим владениям абдушатинцев. Даже не успел я нормально, да, вот посмотреть вот голевую комбинацию, как так получилось, что пропустили, да, вот. Да, мы смотрим далее. Салиев возвращает назад мяч. Бекджан Сагымбаев играет верхом. Арген Джуматай владеет мячом. Снова передача на фланг. Бекджан Сагымбаев подключается к этой атаке. Салиев. Направо следует пас. И проникающая передача. Опять же видим большую брешь в обороне у алгинцев. Верхом следует пас. Ну здесь спокойно должен мяч забрать Руслан Амиров. Что он и делает спокойно. Ну, Амирову не позавидуешь, да? Прекрасный голкипер, наиопытнейший, но из-за игры своей команды пропускает он много. Но вопросов в его сторону, конечно, не должно быть. В тех моментах, где он может спасать, он спасает. Если бы не он, я думаю, и больше еще пропустили бы алгинцы. Ну, последний тур, да, вот перед паузой, в 10-м туре, алгинцы сумели одержать победу. Здесь офсайд. Узденов предоставил отдых Ислам Ахмедов тем игрокам, которые сыграли за сборную Кыргызстана. Тот же Христиан Браузман, Гайрат Джергалбекуло, Амантур Шамурзаев, Эльнис Батырканов. Они все находятся в резерве сегодня. Но если в случае, если нужно будет усиление команде, я думаю, что они появятся, да? Тимур Чарыев также сегодня в резерве, игрок стартового состава. 9-я минута. Абдушата впереди. 1-0. Вот так вот начинает команда. Абдушата, ну, по мнению очень многих, да, любителей кыргызской премьер-лиги, здесь хорошая обработка мяча. Проход дальше. Мирбет Ахматалиев. Удар последовал. Сильнейший удар, но мяч пролетает мимо ворот. Пробил по воротам Нурланбек Сарыхбаев. Алга с мячом.
Хороший пас налево. Будет первым на мяче алгинец. Андрей Долженко. Сам идет вперед и предсказуемо действует слишком Андрей Долженко. И вернуться он назад не успеет. А вот там шатинцы смогут ли выйти в быструю атаку. Перевод налево. Перехват следует уже. Поворотом. Удар состоялся. Но здесь спокойно Кутмангадырбеков все контролирует. Бывает, да, иногда ситуации, когда голкипер очень далеко выходит из ворот. За шиворот, да, голкиперы иногда могут забить футболисты с центра поля. Бывает такое. Бекджан Сагымбаев. Ахмат Алиев оттягивается назад. Ну, мы привыкли, да, к тому, что номинального центрального нападающего исполняет в Абдушате все, но не центральные нападающие. Хороший проход. Компактно обороняется алгинцы. Ну, я думаю, что Мирбеку Шабданову нужно время. Тренерская чехарда, частая смена тренеров, она ни одной команде на пользу не идет. Поэтому и посмотрим, что же будет с командой. Был слух о том, что Алгу возглавит иностранный, узбекский специалист. Говорили даже, что он приехал здесь, то есть Бишкек уже находится здесь. Но видим, что отечественный специалист возглавил команду. Вчера один матч у нас состоялся, друзья. Нефчи сыграли с Ошмолдир со счетом 1-1, то есть 2-2 сыграли эти команды. Результативно начался 11-й тур. Абдушата 24 балла у этой команды и на первом месте находится канская команда. Дордой на второй позиции 22 балла. У них один матч еще на один матч больше. И Мурас Юнайтед на третьей позиции. У них также на один матч меньше, чем у Дордоя. У Дордоя 10 матчей, у Абдушаты и Мурас Юнайтед по 9 матчей. Позади как раз таки у них перенесенный матч остается в запасе, да, между собой. Алай на 4-й позиции, 18 очков у них. Нефчи на 5-й, Талант на 6-й, Ильдис на 7-й, Алга на 8-й позиции, Ошмалдир на 9-й и Кыргыз Алтын замыкает турнирную таблицу, имея в активе 6 очков. Отличный перевод на Атая Джумашева, но Джумашев, конечно, не успел. Сильная получилась передача. Садыхов. Давно мы не видели Азиза Садыхова, Мустафу Юсупова, стартовый бывший игрок национальной сборной Кыргызстана. Отличный защитник, но вот последние периоды у Юсупова то игровой практики не было, то травму получит. Но вот, если он наберет форму, конечно, Алге такой футболист очень нужен. Мустафа Юсупов сегодня в стартовом составе. Вот он. Направо следует пас. Мяч снова у голкипера. Джуматаев. Снова мяч справа. Прекрасная поддержка, да, как всегда у местной команды, у Абдушате. Любят в Канте свою родную команду, поддерживают очень здорово. Проход по правому флангу тем временем. Привыкли мы видеть, да, там Карята Джигалбекову, но его сегодня нету. Возможность. Вот Юсупов в подкате остановил атаку соперника. Агрессивный защитник, очень такой, как бы сказать, обладающий хорошими навыками обороны Мустафа Юсупов. И, как я уже отмечал, если он будет в хорошей форме, непременно понадобится такой футболист этому составу Алги. У Алги, куда ни посмотри, то звезда. Мирлан Мурзаев покинул команду.
что только не говорили, да, о ситуации в Алге, я не буду подробно останавливаться на этом. И так проблем у этой команды хватает, но Мирлан Мурзаев по собственному желанию, как мне сказали, покинул бишкекскую команду. Жалко, конечно. Легенда кыргызского футбола на данный момент находится без клуба. Интересно, где он продолжит свою карьеру. Сыдыхов. Игра успокоилась, друзья. Но вот быструю свою возможность использовали абдышатинцы. И счет у нас 1-0. Ошибка. Джуматаев. Никуда он не спешит, не форсирует события. Фархат Мусабеков направо. Атай Джумашев. И мяч остается в игре. Удар поворота. Джумашев до конца отыграл. На Нурланбека Сарыкбаева была его передача. И Сарыкбаев не смог попасть точно по воротам. Возможность была хорошая. И расстояние до ворот было довольно опасно. Рауль Джалилов находится в тренерском штабе Алги. Талант Самсалиев и Рауль Джалилов. Ну, Талант Самсалиев, он абсолютная легенда кыргызского футбола. Работает здесь, в Алге. Ну, что касается тренерского штаба Абдышаты, Виталий Зубарев. Там есть Хуршит Лутфулаев, является директором Абдышаты. Борьба в центре. Нарушение правил, свистит арбитр и назначает штрафную. Бахтияр Дүйшебеков нарушил правила. Лучший бомбардир своей команды. Бахтияр Дүйшебеков, штатный исполнитель 11-метровых ударов. Бекджан Сагыбаев отыграл назад. Чумашев возвращает мяч назад. Ну, мяч не теряют, да? Кантовчане. Вот иногда, когда смотришь футбол, очень многие злятся, да, зрители? Зачем отдавать назад? Почему не идут вперед? Вы знаете, друзья, говорить за кадром это одно. Но одним из важных действий для футболиста это является владение мячом, да? И в случае, если будут идти передачи все время вперед, то это чревато большим количеством потерь мяча. И когда вот даешь передачу назад, это как раз таки в расчете на то, чтобы сохранить мяч. И найти какое-то пространство для построения атаки заново, да, вот идешь вперед с комбинациями. Но тем временем уже в параллельном матче тоже гол состоялся. Быстрый мяч. Игроки Таланта смогли еще открыть. Напомним, параллельно у нас проходит матч Эльбирса и Таланта. Завтра у нас также один матч назначен. Дурдой у себя дома на спорткомплексе Дурдой сыграет с командой Кыргыз-Алтын. И на этом у нас завершится 11-й тур. Затем у нас, друзья, стартуют матчи Кубка Кыргызстана. Да, затем уже стартует 12-й тур. 18 числа матч 14-го тура состоится. По ногам получает игрок Абдышаты. Арбитр показывает, что нужно вставать. Все в рамках правил было сделано. Вот Мустафа Юсупов сначала попал по мячу, потом по ноге соперника. И понимает, да, Мустафа, что нарушил правила. И видим, что он быстренько извиняется. Хлопает по плечу оппонента. Ну, игроки на поле, они прекрасно друг с другом знакомы. Тот же Фархат Мусабеков, Хутман Гадырбеков, Айзар Ахматов, Атай Джумашев, Бекджан Сагымбаев. Сколько матчей они сыграли вместе с Мустафой Юсуповым, например, с Азизом Сыдыковым, с Бахтияром Дүйшебековым, с Турсунали Рустамовым. Это игроки, которые создавали когда-то историю кыргызского футбола, особенно в 2019 году, да, на Кубке Азии.
каждые несколько лет история наша национальная сборная переписывается по-новому. Обновляются рекорды, обновляются достижения. И вот как раз таки последним событием стало то, что наша сборная команда, как вы знаете, отобрались в третий раунд отборочных матчей к чемпионату мира 2026 года. Также прошли финальную часть Кубка Азии 2027 года. Замечательное достижение. И я думаю, что на этом мы задерживаться не будем. И еще раз, через несколько лет, может быть через год, сможем переписать историю нашего кыргызского футбола. Ну и параллельно с национальной сборной, друзья, должна развиваться кыргызская премьер-лига. Благо, что сейчас хорошая возможность создается для команд, для клубов. Новые стадионы будут. Я думаю, что будут и улучшения в плане инфраструктуры, в плане предоставления услуг, да, в сторону футболистов. Те же вопросы логистики, те же вопросы размещения команд. Все будет, я думаю, на самом-самом высоком уровне. А здесь перехват какой! Ошибка алгинцев. И Юсупов отчаянно стелится в подкате. Передача совсем не точная. Джуматаев на подборе. Но смогли разобраться алгинцы с этим наскоком канской команды. Салеев сыграл на Бекджана Сагынбаева. Сагынбаев возвращает снова назад мяч. Назад снова следует пас. Ну вот видим, да? Игровое преимущество полностью находится у абдушатинцев. Сегодня Азим Азаров, да, вот, казалось бы, опорный полузащитник, центральный полузащитник, сегодня играет со Схарбеком Салиевым в центре обороны. Справа Ахматов Айзар, слева Бекджан Сагынбаев. Прострел хороший, офсайд. Хотелось бы, конечно, чтобы Алга нашла свою игру. Ну, победа, да, в последнем туре, она не вовремя, да, этой команде. Вот если бы не было перерыва вот на моральном подъеме после этой победы в последнем туре, да, я думаю, алгинцы смогли бы продолжить свой победный путь, но сравнивать Абдушаты и Алгу на данный момент они находятся в разных весовых категориях. Я думаю, сейчас сравнивать не стоит, да. В будущем, может быть, да, но не сейчас. В последнем туре алгинцы смогли разобраться с Кыргыз-Алтыном. Гульчигит Бөрюбаев единственный гол забил в той встрече. Сегодня он в стартовом составе, но пока что Гульчигита особо-то и не видно. 23-я минута. Шатинц продолжает катать мяч. Пока без особого количества опасных моментов, но это дело времени. Джумашев не смог убежать от соперника. Это Джумашев. А здесь нарушение правил в атаке. Нурланбек Саракпаев, да, кажется, это? Очень удобная локация, вот Нитро-арена, да, здесь есть такая небольшая вышка. Оттуда смотреть и комментировать одно удовольствие, но, к сожалению, сейчас у меня не получилось, да, там оказаться. Поэтому иногда вот игровые номера издалека особо незаметно мне. Поэтому могу иногда ошибиться с номерами футболистов. Хотя, казалось бы, да, позиции известные. Например,
пока играет 4-1, 4-1, да? Скорее всего, вот Долженко, Кумарбайулу, Юсупов и Аткеев. В линии обороны Сыдыков над ними, Душебеков и Бекбердинов в центре поля. Темирболот Тапаев справа, Гульджигит Борубаев слева и Турсунали Рустамов в центре атаки. Такая расстановка у Алги. У абдышатинцев почти идентичная расстановка. Также 4 защитника: Сагымбаев, Азаров, Салиев и Ахматов. Узденов над ними, Мусабеков и Джуматаев в центре полузащиты, Нурланбек Сарыкбаев справа, Атай Джумашев, то есть Сарыкбаев слева, Джумашев справа и Мирбек Ахматалиев в центре нападения. Несмотря на то, что уже 6:30 вечера, очень такая, не то чтобы жаркая, да, вот такая вот погода, как будто вот перед дождем, да, бывает, душная, да, погода. Это очень неудобно для футболистов играть в такую погоду, но, тем не менее, вечерние матчи, они очень хороши. Мы привыкли, да, вот, что трибуны очень заполняются у Абдышаты, когда они проводят матчи здесь, но сегодня из-за того, что рабочий день, я думаю, что сейчас пока что не так много зрителей, но ко второму тайму, я думаю, зрителей станет еще больше. Справа мяч. В центре теперь Сыдыков. Меняет фланг атаки, играет на Баямана Кумарбайулу. Баяман дальше на Долженко. Долженко зарабатывает аут для своей команды. Алга в атаке. В большинстве случаев через Гульджигита Бирюбаева, да, строятся атаки у алгинцев, а слева, но они безрезультатные. Нарушение правил. Мирлан Бекбердинов нарушил правила, быстро разыгрывает мяч футболисты Абдышаты. Узденов отыграл назад. Азим Азаров хорошую передачу давал в центр. Амиров выходит из ворот. Борьба на втором этаже. Ставил корпус. Темирболот Тапаев. А нет, это Бирюбаев. Кстати, Бирюбаев оказался справа. Но меняется флангами, видим, Темирболот Тапаев и Гульджигит Бирюбаев. Вот на справа фланга теперь играет. На правом фланге играет Гульджигит Бирюбаев. На ближнем плане можно его заметить. Сыдыков. Неточный пас. Не поняли здесь друг друга футболисты. Алгия Бекджан Сагымбаев сыграл на Магомеда Узденова. Узденов дальше. На Мусабекова. Мусабеков возвращает мяч назад. Очень интересный, да, собеседник Мусабеков. Вот недавно Тегелебес Мусаев выпустил подкаст с участием Бексултана Усиналиева и Фархата Мусабекова. Очень содержательная такая беседа получилась длиной в 1 час. Многое можно узнать посредством этого интервью, этого подкаста. Советую любителям кыргызского футбола в YouTube посмотреть данный подкаст и оценить карьеру Фархата Мусабекова. Заслуженный человек в нашем футболе, участник Кубка Азии 2019 года. И не просто участник, а один из самых, для меня, один из самых лучших футболистов. Тончайший игрок. Очень классные передачи он вырезает иногда. Ну, такие передачи можно, я думаю, даже в некоторых топ-лигах увидеть, да? Тем временем 30-я минута, друзья, полчаса позади. Один единственный забитый гол Фархата Мусабекова пока что нас обрадовал, но в дальнейшем пока что. Сигнал у них все хорошо, но они хотят стрим, получается, 50 у них идет, на 25 снизить. Привет. И этот интершум чистый получается, только шум стадиона без комментатора. Да. Там, получается, стоит установка стрима 50 FPS. Они хотят на 25. И Кумарбайулу подключает Андрея Долженко. Душебеков. они хотят 50 на 25 снизить.
Умарбаеву только сейчас мячом, оказывается. Неточный пас Баямана. Много длинных передач. Видим. Справа мяч уже. Азим Азаров. Левоногий игрок, левый центральный защитник. Ну, видим, что он универсален, да? Неплохо так себя показывает в центре обороны. Азим Азаров. Алга перехватывает мяч. Справа идет атака. Навес опять же, не точный. Много брака. Видим исполнение алгинцев. Авазбек Уткеев подключился к этой атаке своей команды. Ну, у Уткеева хорошие пасы имеются. На самом деле он здорово исполняет штрафные удары. Угловые. Сагымбаев. Длинная передача, хорошая. Сарыкбаев простреливает. Мирбек Ахматалиев опередил Баямана Умарбаеву, но далековато мяч от себя отпускает. Турсунали Рустамов. Ну, вот насчет игры Рустамова нету вопросов. Ай-яй-яй. Ну что за обработка. Классная передача со стороны Турсунали Рустамова, но Темирбулат Тапаев, я не знаю, может быть, не рассчитал, да, траекторию полета мяча. Немного опередил он мяч, забежал вперед, и впоследствии он мяч потерял. Хотя атака была красивейшей. Могла получиться. Вот про Турсунали Рустамова вот вопросов к нему очень мало, потому что, несмотря на не самую лучшую игру своей команды, Турсунали Рустамов отдает себя полностью во всех матчах, очень старается проявить себя, не отбывает номер, да, как говорится, и очень приятно, да, что один из ветеранов нашего футбола и находится в такой форме, да, как сейчас. Я думаю, что если Турсунали Рустамов играл в более сыгранной команде, он был бы очень результативен и записал бы на свой счет несколько результативных действий, по крайней мере, к этому туру. Умарбаеву на Юсупова. Центр. Азим Садыков. Долженко. Мяч ушел. Сагымбаев. Айзар Ахматов. На Кутмана Кадырбекова. Кадырбеков играет снова на Бекджана Сагымбаева. Сагымбаев выбивает направо. Классный пас. Ну, все было сделано очень здорово со стороны Сагымбаева. Мяч не потерял, сохранил, отдал классный длинный пас. Фархат Мусабеков с мяча. Заброс. Такой этот, да, как бы говорится, черпачок. Черпак со стороны Фархата Мусабекова. Задумка была хорошая, но в целом не успел к мячу Нурланбек Сарыкбаев. Узденов очень высоко оказался в атаке. Помогает своей атаке Магомед Узденов. Перепасовка хорошая от Аджумашев. Получает по ногам. И штрафной довольно опасный будет. Сколько там метров до ворот? 16, где-то 20-21 метр, да? Отсюда можно, конечно, прямиком отправить мяч в ворота. Узденов мяча. Нурланбек Сарыкбаев также. И Мирбек Ахматалиев тоже будет исполнять. Фархат Мусабеков также у мяча находится.
Так, смотрим за этим розыгрышем штрафного удара. Ну, скорее всего, последует и удар, мне кажется. Узденов один остался. Или кто там? Нет, Мусабеков один остался около мяча. Сколько человек в стенке там? 4 человека в стенке. Также видим, 2 человека у Абдышаты стоят в стенке. Ну, это понятно, да? Чтобы отвлечь внимание, чтобы голкипер не видел, да? Мусабеков удар хороший. Амиров вытягивается и выбивает мяч на угловой. Опасный удар был довольно. И посмотрим за розыгрышем этого углового. Нурламбек Сарахпаев, скорее всего, будет исполнять. Итак, подача на ближнюю штангу. Справились алгинцы. Ошибка. Топаев не добрался до мяча. Абдышата снова возвращает мяч под владение. Узденов назад отыгрывает. Джумашев. Аут будет в пользу Абдышата. Азаров. Узденов. Что интересно, вот фланги, да? Так, у Абдышаты не очень-то и высоко подключается к атакам. Тот же Сагымбаев и Азим Азаров. То есть Айзар Ахматов. Ну, Айзар Ахматов понятно, да? Он играет, может играть и в центре, и на фланге. Не особо-то и любитель идти в атаку. А вот Бекджан Сагымбаев — это игрок, который переквалифицировался позднее, да, в своей карьере в игрока оборонительного плана. Хотя он начинал, как я помню, в Дордуэм на позиции атакующего футболиста. Даже когда там 9-й номер, да, если я не ошибаюсь, носил он. Но при помощи Александра Крестинина, тот же Хайрат Джигалбекулу и Бекджан Сагымбаев научились, как бы сказать, заново играть в обороне и неплохо себя проявлять именно на позиции крайнего защитника. Нарушение правил. Андрей Долженко нарушил правила на фланге. Ну, отсюда удар, конечно, не последует. Но довольно опасно будет. Концовка тайма, друзья, 38-я минута встречи. Счет 1-0. Узденов низом. Возможность хорошая. И угловой еще один будет. Ну да, угловой. Респект Шекербеков показывает на сторону углового флажка. И еще один стандарт будет сейчас исполнять Абдышата. Ну, я думаю, что Абдышата, футболисты Абдышаты, эта команда вообще намеренно, да, как-то не включается в игру. Просто вот видим, владеют мячом, ищут более слабую позицию соперника, но не форсируют события. Если команда пропустит, я думаю, что Абдышата имеет запас прочности на то, чтобы усилить натиск, да, на ворота соперника. И если надо, эта команда сможет забить против такой Алги. А вот Алга пока не может пройти оборону Абдышаты. Абдышатинцы здорово обороняются, все контролируют. И трудно, конечно, взломать такую оборону. Хотя вот матч с Дордуэм, да, был большим примером для других команд, как взламывать оборону Абдышаты. С счетом 3-0 закончилась эта встреча. Никто не ожидал, да, что Абдышата вообще проиграет, да, с такой игрой. Но это случилось. Это случилось в матче с Дордуэм. Но
после этого матча, после этого поражения абдашатицы, я думаю, сделали правильные выводы, и такое себе теперь подопечные Ислама Ахмедова не позволят. Умарбай Улу, Назима Садыкова Азиза. Садыков направо. Юсупов верхом отдает передачу. Тапаев будет первым. Нет, не первый. Бекджан Сангбаев опережает соперника здорово. И мяч уходит в аут. 40-я минута, друзья. Ну, пауз-то как бы больших не было здесь момент. Нет, Утман Гадырбеков вовремя выскакивает, мяч забирает и, кажется... нет, все в порядке с Турсунали Рустамовым. Ну, Рустамов, Турсунали, он очень игрок, который может здорово играть на втором этаже. Справа мяч. Джумашев. Джумашев был в сборной, но ни минуты в 2 матчах не сыграл. Что и это касается и Магомед Музденова. Справа находится мяч. Атай Джумашев. Ну, поспешил немного Атай. Неточный пас отдал. И далее уже заново выстраивать свою атаку будут футболисты Абдушхата на правом фланге. Ну, активен правый фланг зачастую у Абдушхата. Это и понятно. Там у нас Атай Джумашев, один из лидеров своей команды. Даже несмотря на довольно молодой возраст, Атай Джумашев является одним из старожилов этой команды. Один из новейших легенд, да, этого клуба. 70-й номер этой команды Атай Джумашев. Любители внутреннего первенства Кыргызстана прекрасно знают Атая, да? Вот такую игру, которую он показывает в сборной, то есть в клубе у него не получается показывать в сборной Кыргызстана, да? Бывают такие случаи, игроки, которые классно играют в клубах, не всегда так же классно себя могут проявлять в стане национальной сборной Кыргызстана. Такое бывает даже и если брать практику европейского футбола, да, такое тоже бывало. Вот теперь интересно, да, одна из интриг, кто же возглавит Бишкекский Дордой. Завтра у них матч. Пока информации насчет этого у нас не имеется. Заброс. Руслан Амиров. Тапаев коснулся мяча. Узденов. Джумашев справа. Айзар Ахматов. Снова Узденов. Классный пас. Мирбек Ахматалиев. Налево. Нурламбек Сарахпаев. Проникающая передача, но защитники Алги этот ход событий предопределили. Прочитали, да, как говорится, в футболе. Бекджан Сагамбаев хорошо на подхвате. На перехвате, если быть точнее. Джумашев. Против него вдвое. Удар. Узденов пробивал. Но мяч оказался легкой добычей Руслана Амирова. Алга была в атаке. Ничего не получается у алгинцев впереди, друзья. Ничего, абсолютно. Азиз Садыков отдает неточную передачу. Узденов ждет мяча. Нет. Айзар Ахматов играет вперед на Атая Джумашева. Борьба на втором этаже. Арген Джуматаев.
Долженко мяч перехватил, но отдал не точный пас. Азимазаров на Бекджана Сарыкбаева. Сарыкбаев. Азаров на Узденова. Узденов снова же верхом направо. На Атая Джумашева. Догонит мяч, да, догнал. Атай Джумашев пытается накрутить. Долженко прошел его и заработал угловой. Последняя минута основного времени. Сколько добавит арбитр, пока нам неизвестно. Но пауз вообще не было. Ну, как бы длинных пауз, да, как говорится. Арген Джуматаев будет подавать этот угловой. Джуматаев. Навес. Удар. Быстро разыгрывает мяч Руслан Амиров. Опережает Топаева Нурланбек Сарыкбаев. Темирбулот с мяча. Назад сыграл он на Откеева. Душебеков, снова Откеев. Баяман. Хороший пас вперед. Здесь Барюбаев вырезал, пытался вырезать слева передачу в центр штрафной площади. В сторону 11-метровой отметки, в сторону Турсунали Рустамова. Но опять же брак в пасе, в передаче. Что там случилось? Мяч сдулся, что ли? Или что там? А, ну да. С мячом некоторые проблемы возникают. Респект Шекербеков на ваших экранах. 3 минуты, из которых уже почти 1,5 минуты истекли. Салеев сыграл на Айзара Ахматова. Ахматов дальше на Арген, то есть Атая Джумашева. Джумашев мяч потерял. Быстро разыгрывает мяч футболисты бишкекской команды. И опять же с пасом проблемы. Ну, я не знаю. Командной игры у алгинцев и сейчас не наблюдается. Но мы ждем прогресса. Мы готовы ждать очень долго. Как отмечали мои коллеги в своих интервью, Алга — это бренд, Алга — это легенда кыргызского футбола. И печально видеть Алгу в таком состоянии, но я думаю, что все поправится, все улучшится. В этом году я отмечал и говорил, да, что вынуждены многие команды свои домашние матчи играть на бумаге дома, но на самом деле в гостях. Поэтому те команды, которые имеют свою базу, свою инфраструктуру, я имею в виду Дордо и Абдышату, они соответственно лидируют в таблице в премьер-лиге. И вот этот сезон, вот этот данный сезон, да, который проходит, я думаю, во многих ситуациях нужно рассматривать, со многих сторон рассматривать как для многих команд как переходной период. И в следующем сезоне, я думаю, многие команды добьются прогресса. И Абдышате, и Дурдо, и другим лидерам нашего чемпионата, я думаю, уже легко, как в этом первом круге, да, прошедшего чемпионата, который прошел, первый круг, 9 матчей, так легко лидерам нашего чемпионата в матчах против аутсайдеров уже не будет. Хотелось бы надеяться, чтобы больше команд, да, участвовало в чемпионской гонке. А здесь возможность, одна из редких, могла получиться у алгинцев. Но опять же, вот, очень спешно действуют футболисты. И в некоторых ситуациях друг друга не понимают. И это, конечно, не позволяет Абдышате что-то, то есть алгинцев что-то создавать. Здесь хороший пас, Ахматалиев, удар! Еще один удар! И, ну, здесь уже все отыграно. Но Ахматалиев мог сыграть более хитрее, потому что молодец, да, Руслан Амиров не стал преждевременно, заблаговременно падать, а просто стал стеной перед Ахматалиевым. Ахматалиев бесхитростно перед собой ударил, и ногами Руслан Амиров этот удар отбил, эту попытку удара. И на этом все завершилось. Казалось бы, да, в конце тайма еще один гол забьет. Гости
но этого не случилось. Шекербеков смотрит на резервного арбитра. Ну, истекло уже добавленное время. И после этого эпизода, после завершения этой атаки, я думаю, мы услышим сигнал о завершении первого тайма. Напомним, друзья, это матч 11-го тура кыргызской премьер-лиги. Пауза вот эта вот, связанная с играми национальных сборных, она завершилась. И теперь уже полноценно любители внутреннего первенства могут на канале ЛТР Билим следить за матчами кыргызской премьер-лиги. Свистит арбитр, к недовольству зрителей. Ждали, что завершится атака, но арбитр свистит. Русбек Шекербеков. Счет 1-0, друзья. Далеко от экранов не отходите. Во втором тайме, я думаю, будет еще более интересно, нежели в первом. Пришло время освежиться. Фантастический микс из сочных ягод и фруктов. Nitro Fresh. Освежись со вкусом. Жаңы унау туалу Реалдо. Red Petroleum май құю станциялары тармағының ұтышына қатысыңыз. Бұл жылы ұтыш 4 этап менен өтеді. Ар бірінің аяғында Hyundai Elantra, Jetjack T9 автоуналары, 10 iPhone 15 жана 100 ақчалай сертификат ойнатылады. Red Petroleum станцияларынан Red Pay тіркемесі арқылы қалаған күйічі майды қойдырыңыз. Ар бір 2000 сом. Bir лотерея билетіне барабар. Кененірек бағмат Red Pay мобилдік тіркемесінде. Итак, друзья, возвращаемся мы на Нитро-арену, где в рамках 11-го тура кыргызской премьер-лиги проходит матч между командами Алга и Абдушата. Счет 1-0, как вы сами видите, на табло. Еще на 29-й секунде Фархат Мусабеков смог отличиться забитым голом. Интересный первый тайм, друзья, остался позади, особенно в исполнении, конечно же, местной команды, в исполнении Абдушате. Полностью преимущество остается за подопечными Ислама Ахмедова. Но всего лишь один гол пока забит. Но ждем, конечно, мы больше забитых мячей. Руслан Амиров будет вводить мяч в игру. Гарят Джигалбекулу вместо Нурланбека Сарыкпаева появился в составе у Абдушате. Также одна замена в составе у Алги состоялась. Вместо игрока, игравшего под номером 14, Сарыкбаев. Эльмирбек Куанышбеков появился на поле. У алгинцев слева в обороне он расположился. Жиргалбек Улукмаров. Вместо Андрея Долженко Куанышбеков появился, скорее всего. Вот Андрея мы на поле не видим. Ну и туда же, где играл до этого Андрей, на левый фланг обороны, отправился Куанышбеков. По одной замене со стороны тренеров я озвучу, друзья, составы команд.
Кутман Кадырбеков 13-й в воротах, Арген Джуматаев 7-й, Азим Азаров 8-й, 11-й Фархат Мусабеков, Магомед Узденов 25-й, 26-й Аскарбек Салиев, 32-й Мирбек Ахматалиев, 34-й Азар Ахматов, 70-й Атай Джумашев и Бекджан Сагымбаев под 79-м номером. Также на поле появился Кайрат Джергалбекулу под 20-м номером. Джумашев идет вперед, навешивает в сторону ворот, но мяч проходит, улетает за лицевую линию. Главный тренер команды Ислам Ахмедов. Состав: Алги, Руслан Амиров 93-й в воротах, Мустафа Юсупов 2-й, Байман Умарбайулу 4-й, Азиз Садыков 8-й, Гульджигит Бюрюбаев 9-й, Бахтияр Душебеков 20-й, Темирбулат Тапаев 22-й, 29-й Авазбек Уткиев, 30-й Турсунали Рустамов, Мирлан Бекбердинов 71-й и Эльмирбек Куаншбеков, он играет под 6-м номером. Мирбек Шабданов, главный тренер бишкекской команды. Сегодня этот матч обслуживает в качестве главного арбитра Распек Шакирбеков, Алмазбек Бердыколов и Азамат Садыбакасов являются боковыми арбитрами. Ну и резервный арбитр матча Нургазы Чолпомбаев, инспектор матча Юрий Ряшенко и комиссар матча Наталья Угурюмова. Для вас работает ваш комментатор Актилик Джанчиев. Мусабеков отыгрывает на Аскарбека Салиева. Кайрат Джергалбекулу здорово убегает от одного, от второго. Ну и Кайрат Джергалбекулу, смотрите, в очень хорошей форме он находится. И не зря он отыграл в матче за сборную Кыргызстана и отыграл довольно неплохо. У него тоже имеется заслуга в том, что сборная Кыргызстана вышла в 3-й раунд отборочных матчей Кубка мира 2026 года. В Мексике, Канаде и в США пройдет чемпионат мира 2026 года. Ждем. Ну а совсем скоро, если вы точнее сегодня ночью, стартует чемпионат Европы, друзья. Ой-ой-ой, здесь по ногам получает один из футболистов Абдышаты. Авазбек Уткеев немного запоздал, да, со своим броском. И Бекджан Сагымбаев с повреждением, прихрамывает, да, вот. Наступил, кажется, на ногу Бекджану Сагымбаеву. Авазбек Уткеев. Салиев. Айзар Ахматов. Верхом следует передача вперед. Ошибся Айзар с пасом. Сыдыков. Байман Гумарбайулу. Назад отыгрывает на Руслана Амирова Байман. Ну и болельщиков, как я уже предполагал, во втором тайме стало побольше. Отличная поддержка у канской команды всегда имеется. Атай Джумашев опустился ниже. Поменялись они флангами с Кайратом Джергалбеком Уло. Если первый тайм Джумашев отыграл справа, видимо, он ушел налево, где играл Нурланбек Сарыхпаев в первом тайме. Амиров. Сыдыков. Душебеков. Переводит направо. Неточный пас. Бекджан Сагымбаев первым на мяче оказывается и отдает передачу в сторону Атая Джумашева. Бекбердинов здорово опередил он соперника. Перехватил мяч на Уткеева. Уткеев смещается в центр. Ошибается Алмазбек. Мирбек Ахматалиев идет сам вперед против Мустафы Юсупова. Без бороды Юсупова не узнать, да, вот. Привыкли мы к тому, что Юсупов всегда ходил с бородой. Вот сейчас видим, что он побрился. И да, я даже вот когда на матче стартовал, я даже его не узнал. Джергалбекова. Мусабеков. Айзар. Треугольник разыгрывает здесь футболисты канской команды. Джергалбекова. Мусабеков на Салиева. Салиев возвращает на Азима Азарова мяч. Казалось бы, да, вот старт второго тайма. Алгинцы будут стараться владеть мячом, но нет. Вот быстренько все вернулось на свои места. Абдышата в своем излюбленном стиле
устраивает свои фирменные ходы, да? Отличная перепасовка здесь. Одно удовольствие следить за таким футболом вообще, да? Мусабеков подключает Джергалбекову. Джергалбекову. Мусабеков, казалось бы, первым был на мяче, но стелится под ним в подкате Бигбердинов. Джергалбекову. Но на радость публики, смотрите, что вытворяет Кайрат Джергалбекову. Каждое его удачное действие болельщики встречают аплодисментами. Нарушение правил. Салиев против Турсунали Рустамова нарушает правила. Топаев. В сторону Топаева был пас быстрый. Быстро разыграли мяч футболисты Алге, но задумка не удалась. Сагымбаев. Сыдыков. Юсупов. Верхом следует передача. Много верховых передач из-за своей половины в исполнении футболистов Алги. Это все ни к чему не приводит, потому что Азим Азаров и Асхарбек Салиев прекрасно чувствуют себя в паре защитников. Экспериментальная, как бы сказать, пара защитников, да? Перехват. Рустамов. Дущебеков. Назад. Сыдыков. В касание налево. Гульджигит. Берюбаев с мячом. Проникает в штрафную площадь. Ушел. Ударил поворотом. И гол, друзья. Алга забивает гол. И делает это Гульджигит Берюбаев. Еще один футболист, в сторону которого вопросов не возникает. Продолжает он выступать на высочайшем уровне. И смотрите, как все правильно, все классно сделал, да? Раскачал оппонента и пробил точно под правую штангу. Под дальнюю штангу. И Кутман Кадырбеков остался неудел. 1-1, друзья. Вот так вот начинает Алга. За каждое вот такое вот результативное действие за алгинцев хочется порадоваться, как за команду, которая столкнулась с проблемами в начале сезона. Ну, я надеюсь, что эти проблемы остались позади. Ну что ж, команда начинает все заново. Я думаю, что сейчас Абдушата усилит свой натиск на ворота оппонента. Мусабеков. Верхом следует пас. Ахматалиев борется в центре. Юсупов. Аут. Топаев. Дущебеков. Турсунали оказался справа. Небольшими силами атакуют алгинцы. Ну, это и понятно. Много сил на оборону тратят футболисты Алги. И вследствие некоторых решений, да, вследствие игры оппонента Абдушате быстро выйти в оборону, из обороны в атаку у алгинцев не всегда получается. Алга с мячом. Поувереннее себя начали чувствовать алгинцы. Дущебеков. Ошибка. Мусабеков. Джуматаев. Кайрат Джергалбекову. Против него Гуанычбеков. Джергалбекову прошел. Ну, здесь прихватил за руку Гуанычбеков оппонента. Штрафной будет назначен. Арген Джуматаев направляется в сторону мяча. Именно он будет подавать. Левоногий футболист. Один из лучших игроков своей команды в начале сезона. Арген Джуматаев. Здорово прогрессировал 7-й номер команды. Смотрим.
Чуматаев. Навешивает. Амиров кулаками выбивает мяч. На подборе Магомед Узденов. Бекджан Сагымбаев с мячом. Неточный пас. Скорее, не то чтобы неточный, никто не пошел за этим мячом, не побежал. Хотя мог бы успеть, я думаю, Гайрат Жигалбекулу. Сыдыков. Бекбердинов. Направо. Откеев. Баяман Гумарбайулу. На пару с Русланом Амировым. Баяман снова. Юсупов. Бекбердинов классно пропускал. Фархат Мусабеков борется за мяч. Жигалбекулу был в офсайде. Такой арбитр поднимает свой флажок. И мяч снова оказывается у футболиста столичной команды. Дюшебеков на Азиза Сыдыкова. Юсупов. Прессингует его Мирбек Ахматалиев. Юсупов играет верхом на Топаева. Узденов. Перехват следует. Рустали Рустамов с мячом. Сам идет вперед. Бьет поворота. Напомним, по одной замене сделали тренера. Прямиком друг другу противостоят, да, два игрока, которые вышли на втором тайме. Гайрат Жигалбекулу против Эльмирбека Куванышбекова. Кстати, заявки у Алги имеется Самат Джанатулло, игрок национальной сборной Кыргызстана по футзалу. Он хорошо играет и в большой футбол, как мне говорили. Но Самат Джанатулло талантливый. Нарушение. Узденов. Баяман Гумарбайулу получает по ногам, пока не может подняться. За колено держится. Осторожнее надо, конечно. Готовится замена у Абдышаты, друзья. Переодевается один из футболистов. Эрбол Абдуджапаров под 55-м номером. Игрок фланговый атакующий футболист. На позиции Джубашева либо Гайрата Жигалбекулу может сыграть. Молодой футболист. Ждем. Узденов. Перехват. Классный. Топаев прошел и прочитал этот эпизод Азим Азаров. Вот сегодня Азаров показывает, что он может хорошо себя проявлять и в центре обороны, не только в опорной зоне. Сколько раз он уже сегодня себя проявил, именно играя на этой позиции. И на этот раз тоже не стал преждевременно падать, либо же предугадывать, а просто выставил ногу и отбил передачу Темирболота Топаева. Хотя Топаев тоже мог сыграть более изощренно, что ли. Итак, угловой. На ближнюю штангу навес. Ахматалиев первый на мяче. Джумашев борется на фланге против Откеева. Откеев выбивает мяч в аут. В параллельном матче Ильбирс-Талат. Гол забил игрок футбольного клуба Ильбирс. Байбол Эрметов. Счет 1-1. Счет 1-1 в параллельном матче, друзья. Напомним, в YouTube-канале ЛТР Билимилим вы можете посмотреть также и эту игру, а также параллельную. Поэтому включайтесь, друзья. Вот многие требуют, да, любят требовать прогресса, хорошей игры от национальной сборной. Это прямиком зависит от уровня внутреннего чемпионата тоже. Поэтому чем больше людей будут вовлечены во внутренние дела нашего чемпионата, чем больше болельщиков будет, я думаю, что и тем лучше будет и в том числе и для национальной сборной. Вот Киев справа. Топаев. Здорово открылся, прострелил, удар! Ай-яй-яй, какой момент создает футболист Алги. Выше ворот мяч пролетает.
Ну и что я и говорил, да? На острие Турсунали Рустамов прекрасно себя чувствует, на опережение он умеет действовать. И вот здесь он Асхарбека Салиева опередил, ударил, но сильнейший удар пролетел над перекладиной. Тем временем Байман Кумарбайулу не может подняться. Вот несколько минут назад он получил повреждение и, скорее всего, не сможет продолжить встречу. Тем временем замена у Абдышате. Мирбек Ахматалиев покидает пределы поля. И вместо него появляется на поле Эрнис Батырканов, центральный нападающий, игрок, который сыграл в матче против Омана, в гостевом матче сборной Кыргызстана. А тем временем Байман Кумарбайулу пока не может подняться. Медики появились на поле. Воспользуемся паузой, друзья. Абдышате команде Абдышата. Место игрока, игравшего под номером из 32, игроков Баталий атакующего плана вышел игрок под номером могут появиться 23, Батырканов Эрнис. Эрбол Абдуджапаров, который разминался и уже переоделся, Замена но, команде кажется, Абдышата. Ислам Ахмедов Место игрока, игравшего под поменял номером свое мнение 17, и вышел на поле у нас. Джумашев Атай. Нет, Вышел игрок все-таки под Эрбол номером Абдуджапаров 65, Абдуджапаров появился Эрбол. вместо Атая Джумашева, и также, видим, Эрнис Батырканов появился вместо Мирбека Ахматалиева. Вот такая двойная замена со стороны Ислама Ахмедова. Кумарбайулу готов продолжить. Да, вот появился он на поле. Получил он помощь от медиков, и встреча у нас, друзья, продолжается. Посмотрим, что теперь сможет сделать атакующая тройка. Обновилась, да, полностью тройка от нападения у Абдышате, Батырканов, Абдуджапаров и Айрат Джигалбекулу. Впереди будут действовать. Азаров. Джуматаев снова отыграл назад на Азарова. Азаров выцеливает. Ахматов. Отличный пас на Фархата Мусабекова. Мусабеков сам идет вперед. И в подкате стелится под ним Кубанычбеков, Эльмирбек. Мяч остается у Абдышате. Айрат Джигалбекулу отыграл назад. Узденов. Асхарбек Салиев. Бекджан Сагымбаев. Неточный пас. Мустафа Юсупов действует на опережение и проникающую передачу в сторону Темирбулата Тапаева, но Азим Азаров первым на мяче оказывается. Бекджан Сагымбаев. Не очень хорошая обработка мяча, и Айзар Ахматов попадает по ногам. Гульджигит Бөрюбаев оказался на газоне, и штрафной будут разыгрывать алгинцы. Почти середина второго тайма, друзья. Счет 1-1. Казалось бы, с запасом прочности играет Абдышате. Но видим, что небольшие проблемы все-таки у действующего чемпиона возникает. Может быть, и алгинцы понимают, да, что уже отступать некуда. Навесная передача. Кутман Кадырбеков первым на мяче. Сразу же включает Абдуджапарова. Джуматаев назад. Бекджан Сагымбаев с мячом. Айзар Ахматов. Айрат Джигалбекулу. Батырканов. Ну, в плане вот вовлеченности в командную игру Батырканов, конечно, очень ценный футболист.
он не только может на позиции такого наконечника действовать, он и в подыгрыше неплохо себя проявляет. Вот особенности для комбинационной игры Абдышаты, такие игроки, конечно, полезны. Сулейман Мухадов из игроков атакующего плана могут появиться на поле у Абдышаты. Также Бимирза Джемишбеков молодой имеется из игроков атакующего плана. Кого еще можно отметить? Ну, я думаю, все, потому что появились уже на поле и Рыбол Абдуджапаров, и Эрнис Батраканов, и Хайрат Джергалбекулу. В центре поля могут появиться Тимур Чараев, Ислам Меджитов. В обороне Максим Дуванаев, Христиан Браузман. Браузман сегодня в запасе. Штрафной. Кто нарушил? Мусабеков нарушил правила, да, против Азиза Садыкова. У алгинцев мяч. У Алги кто еще могут появиться на поле из игроков атакующего плана? Ильдяр Сардарбеков. Тот же Самат Джанатулу. Ильзар Мелисбекулу. Азамат Байматов в запасе имеется у команды. Байман Кумарбайулу у мяча. Перехват Азима Азарова. Здорово Азаров действует, конечно. Абдуджапаров, фейрбол. Вот, смотрите. Молодой, талантливый игрок. Аут будет. Хорошая скорость у него имеется, да, вот. Казалось бы, аут был в пользу Абдышаты. Нет, арбитр показывает, что должны вести мяч в игру алгинцы. Замена. Кто там? Мустафа Юсупов покидает пределы поля. Здорово себя проявил Мустафа. Но, кажется, прихрамывая, да, уходит Мустафа Юсупов. Может быть, и из-за повреждения меняет его главный тренер. Кто же вместо него появляется-то? Азамат Байматов? А, нет. Игрок под 5 номером появился у Алги. Махсат Джахабалиев, друзья, появился. Центральный защитник. Опытный. Джуматаев. Абдуджапаров, фейрбол. Мяч остается у абдышатинцев. Замена в команде Алга. Вместо игрока, игравшего под номером 2 Юсупов Мустафа, вышел игрок под номером 5 Джахабалиев Махсат. Аут. В пользу Алги. Салиев подтолкнул Турсунали Рустамова из-за спины, и Респект Шакирбеков назначает штрафной в пользу бишкекской команды. Азиз Садыков у мяча. Не успел размяться, кажется, Махсат Джахабали. Вот каждой паузой он пользуется и разминается, да, на поле. Хороший пас! Ой-ой-ой, не попадает Джахабалиев по мячу. Если бы мяч попал... Если бы он попал по мячу головой, я думаю, мяч, конечно же, изменил бы направление, и сложно было бы Кукману Адурбеку среагировать. Но по мячу не попадает Джахабалиев. Абдышата выстраивает заново свою атаку. Айдар Ахматов на правом фланге. Мусабеков. Азим Азаров. Верхам, здесь офсайд. Забежал, да, до передачи еще Хайрат Джергалбекулу. Это было заметно. И быстро разыгрывает мяч Джахабалиев на Азиза Садыкова. Садыков идет вперед. Откеев. Неточный пас со стороны Авазбека. Кадырбеков. Кажется, Кадырбеков все-таки вернул себе место в стартовом составе, потому что Марсель Исламкулов давно, хотя чередует, да, Ислам Ахмедов. Иногда Марсель появляется, иногда Утман. Я имею в виду голкиперов этой команды. Бурибаев пяткой сыграл назад на Садыкова.
Ошибка. Ербол Абдужапаров сам идет вперед. Двоих проходит. Классно. Джуматаев. Ай-яй-яй. Навешивал он на дальнюю штангу, но его задумка была хорошей, но исполнение, конечно, не самое лучшее. Хотя могло быть опасно. Был большой молодец. Ербол Абдужапаров. Вот в который матч он уже врывается в игру именно со скамейки запасных очень ярко. И в случае, если он будет прогрессировать, конечно же, это будет большой плюс для нашей национальной сборной. Амиров. Берюбаев. Классно. Топаев. Идет вперед, проникает в штрафную площадь. Эмир Болот. Удар хороший. Турсунали Рустамов пристреливается, да, уже в который раз бьет по воротам. С левой ноги на этот раз пробил Турсунали, но мяч пролетает над перекладиной. Айзар Ахматов с мячом. Абдужапаров опередил Авазбек Откея, но неточный пас в сторону Эрниста Батраканова. Хумарбайуло, Азиз Садыков. Почти полчаса второго тайма позади, друзья. Один забитый гол во втором тайме в исполнении Алгима пока что увидели. В случае потери очков со стороны Абдушаты, у них, я и говорил, что имеется матч в запасе. Здесь неплохо. Абдужапаров. Неточный пас. Здесь удар по воротам и гол! Ай-яй-яй. Какая комбинация была. Но, казалось бы, справились в этом эпизоде футболисты Алгин. Но мяч оказался ровно в ногах у Ербола Абдужапарова. И молодой талант оправдывает полностью доверие своего тренера, забивает второй гол своей команды, и очень такое своеобразное празднование со стороны Ербола Абдужапарова в стиле Джуда Беллингема, да, друзья? Скоро, совсем скоро, сегодня стартует чемпионат Европы, и наряду с матчами Кыргызской премьер-лиги, наряду с матчами Кубка Кыргызстана мы будем следить за футболом европейским. Двойная замена готовится у Алги тем временем. Покидает пределы поля Турсунали Рустамов. И кто же там появляется, пока вот издалека заметить сложно. Владислав Прилепа, друзья, под 70-м номером, а также Эльдиар Сардарбеков под 11-м номером. Двойная замена состоялась. Ну, Прилепа будет играть в центре нападения. Сардарбеков ушел на левый фланг атаки. Посмотрим. Узденов не успевает мячом. Прилепа ставит корпус, борется впереди. Ну, как радуются дети. Ой, момент какой! Прилепа! Совсем один в центре штрафной площади оказался. И точности ему не хватило. Может быть, и не дотянулся немного, да? Замена. Арген Джуматаев покидает пределы поля в составе у Абдушаты. И вместо него появляется Тимур Чарыев под 19-м номером. Ну, усиливает оборону, да? Чарыев играет чуть ниже, нежели Джуматаев. В центре поля. Хотя в атакующих действиях своей команды Чарыев тоже часто бывает задействован. Салеев с мячом. Бекджан Сагымбаев. Азим Азаров. Чарыев. Замена в команде Алга. Вместо игрока, игравшего по номеру 9, Борбаев. Вместо Берюбаева появился Сардарбеков. По номеру 11. И вместо Рустамова появился Прилепа. Вышел игрок по номеру Рустамов.
вошел игрок под номером 70 Прильепов Владислав. Чараев с мячом. Ну, Чараев расположился, видим, в опорной зоне, а вот Магомед Узденов ушел выше на позицию Аргена Джуматаева. Бекджан. Замена в команде Абдушатан. Вместо игрока Чараев. вышел игрок под номером 15 Гераев Тимур. Батраканов. Против двоих. Борьба за мяч. И сразу два футболиста Алги стелятся в подкате. Мяч у Магомеда Узденова. Эрбол Абдуджапаров. Нарушил правила. Он прихватил оппонента Авазбека Откеева. Ну, потерял он позицию и пытался догнать мяч руками. Подтолкнул немного Авазбека Откеева, и арбитр вынужден был реагировать. Ланчбеков. Аут. Сардарбеков отыграл на Хуанчбекова. Хуанчбеков назад на Масата Джахабалиева. Бекбердинов подскользнулся, да, как не вовремя, и мяч потерял. Не умолкают, да, болельщики Абдушаты? Большие молодцы. Весь матч, да, слышались слова поддержки, речевки, песенки. И это очень здорово. Это вдохновляет очень многие команды, да, вот присутствием болельщиков. Болельщики вообще являются одним из важных частей для команд. И я говорил о том, да, что когда команды вернутся, то есть в свои дома, в свои стадионы, будут проводить матчи на своих родных трибунах, то есть на родных аренах, поддержка тоже будет, и это тоже будет влиять на игру команд. Потому что команда прежде всего играет ради болельщиков. Нарушение правил. Эльдар Сардарбеков против Хайрата Джергалбекова нарушил правила. И Респект Шекербеков достает желтую карточку. Желтую карточку получает Эльдар Сардарбеков. Чараев отыграл назад. Азим Азаров. Чараев снова. Чуть меньше 10 минут еще, друзья, остается до завершения основного времени второго тайма. Конечно же, будет и добавленное время. После матча, друзья, нас ожидает послематчевое интервью главных тренеров и лучшего игрока матча. Кто же будет лучшим? Пока непонятно. Лидер Абдушаты, как всегда, на своем высоком уровне. Ну, Эрбол Абдуджапаров, да, здорово вошел в игру. И победный гол пока что на его счету. Может быть, и он. Ахматов. Узденов. Ну, Узденов, он основополагающий футболист в схеме своей команды. Тоже неплохой такой матч по качеству провел Магомед Узденов. Ахматов. Здорово. Заброс в сторону Хайрата Джергалбекова, Баяман Барбайулу. Снова Айзар Ахматов. Мусабеков пяткой, красиво. Чарыев. Батырханов. Ошибся с передачей. Эльдар Сардарбеков с мячом. Прилепа. Руслан Амиров выскакивает из ворот. Авазбек Откеев в центре на Азиза Сыдыкова. Сыдыков. Дюшебеков. Не очень хороший пас, конечно, был. Схарбек Салиев сам пошел вперед.
Хайрат Жиргалбекулу против Баямана Гумарбаяулу. Двое сразу против него. Мусабеков. Жиргалбекулу. Батырканов. Задумка была хорошая. Но здесь Гумарбаяулу, конечно, здорово поставил корпус. И не дал сблизиться с мячом Эрнесту Батырканову. Ну и Руслан Амиров тоже вышел из ворот вовремя. Душебеков. Неточный пас. Ошибка. Абдуджапаров. Узденов. Батырканов. Левый фланг свободный, да. Мусабеков. Верха. Скидка. Удар. Не опасно, конечно. Ну, без вот такого вот разбега, да, вот с места и не прыгая, ударить сильно по мячу сложно. Тем более Батырканов ударил по центру. И мяч оказался ровно в руках у Руслана Амирова. Ахматов. Концовка матча, друзья. Никуда не спешат футболисты Абдышате. Спокойно они контролируют мяч. Чарыев. Айзар Ахматов. Вытягивает, да, заманивает оппонента на свою половину футболиста Абдышате. Айзар Ахматов и Магомед Узденов классно здесь провели эту комбинацию. Эрбол Абдуджапаров снова уже в штрафной площади. Назад на Фархата Мусабекова. Мусабеков бьет. Замена. Еще одна у Абдышате. Айзар Ахматов покинет пределы поля. И появляется Амантур Шамурзаев. Игрок, который также полностью провел 2 матча против Малайзии и Омана. Слева он будет играть в обороне, а вот Бекджан Сагымбаев ушел направо. Ну, Сагымбаев не впервой, да? Играть и справа, и слева, и в атаке. Жиргалбекулу. Чарыев снова на фланг. Снова Мусабеков. Простреливает. Рикошет. Чарыев. И Джакабалиев зарабатывает аут для своей команды. Видим, еще одна замена готовится у алгинцев уже в конце матча. Чуть больше 5 минут еще играть. С учетом добавленного времени. Кваншпеков. На Прилепу. Ну, Прилепу здесь под... Мусабеков сам идет вперед. Пробил и как следует по мячу Фархат не попал. Замена у Алги. Бекбердинов покинет пределы поля. И вместо него Эльзар Мелиспекулу появится под 17 номером. Вот под такой боление, да, болельщиков. Одно удовольствие. Вести игру с болельщиками. Это футбольный такой вайб, да, ощущается, футбольная атмосфера. Зашел игрок под номером 17, Мелисбек Улу Эльзар. Мелиспекула. Направо. Вот Кеев. Направо снова следует передача. Ну, крен имеется, да? Вот еще в первом тайме отмечал, что... Ой-ой-ой, какое столкновение здесь
Медики должны сейчас появиться на поле. Столкновение в воздухе, оно, конечно, друзья, одно из самых неприятнейших. Да, вот смотрите, как бежит медик, а. Может, ему стоит поиграть в футбол, потому что смотрите, как он прибежал очень быстро. Большой молодец, да, вот в таких ситуациях, конечно, быстрота реагирования медицинского штаба, оно имеет огромное значение. Надеюсь, что все в порядке. Неприятное такое столкновение, друзья. Те, кто следят за футболом, они прекрасно знают, да, вот когда в воздухе сталкиваются то ли головами, то ли лбами футболисты, это чревато очень такими неприятными ситуациями. Ну, по крайней мере, видим, что реагирует, да, на вопросы, на действия медиков оба футболиста. Игрок Абдышаты уже чуть приподнялся, держится за голову, а вот игрок Алгеев, отсюда не видно, встал ли он на ноги. Нет, пока что не встал, но видим, что реагирует, да, тоже. Ну, неприятное, конечно, было столкновение, друзья. Совсем скоро внедрят систему ВАР, да, вот наши арбитры прошли полностью обучение этой системе, и вот в Джалалабаде у нас скоро пройдет турнир КАФа среди юношеских команд, если я не ошибаюсь. И вот там как раз-таки впервые на территории нашей страны опробуют эту систему ВАР. Это международные требования, это прогресс, который есть у всех, у многих команд популярных, да, вот имеющих отношение к футболу в Европе, в Азии. И здорово, что и у нас скоро внедрится эта система. И в будущем система ВАР, она будет повсеместна, и в том числе в матчах внутреннего чемпионата. Ну, все в порядке. С игроком Абдышаты все в порядке, и с футболистом Алги, что очень здорово, друзья. Уж очень неприятное такое столкновение было, страшное, да? Аж у меня сердце ёкнуло. Абдужапаров, Мельспекуло, назад на Авазбеку от Киев. Снова налево. Азиз Сыдыков. Штрафной площади уже. Пробил по воротам. Рикошет и угловой будет. Бахтияр Душебеков и Бекджан Сагымбаев, кажется, оказывается, столкнулись. Они пока что вне игры оба. Но готовы продолжить. Ждут они сигнала арбитра. Но вот медик Алги, медик Абдышаты, они большие молодцы. Как они быстро прибежали, да, на эту ситуацию. Итак, угловой. Смотрим. Навес хороший. Все мимо мяча. Мяч остается у алгинцев. Прострел сильнейший. И вот здесь вот может контратаку устроить Абдышата. Гайрат Джигалбекулу разгоняется со своей половины. Сам идет вперед. Настигает его Джакабалиев. Смещается в центр. И в подкате уже Джакабалиев мяч выбивает. Эрнис Батырканов отыгрывает назад на Фархата Мусабекова. Мусабеков. Назад он отыгрывает. Шамурзаев. Понравился мне Шамурзаев в играх за национальную сборную. Прямо перед стартом матча травмировался у нас Александр Мищенко. Ой, какой пас здесь с наружной стороны стопы. Со стороны в исполнении Мусабекова. А здесь в атаке или же офсайд был. Ну так вот, Александр Мищенко и Саид Дациев. И Амантур Шамурзаев вышел в стартовом составе слева в обороне в сборной Кыргызстана. И воды не испортил, друзья. Талантливый игрок. Будущее за именно такими молодыми игроками, как Амантур Шамурзаев. Прилепа. Остается без мяча. Да, отрезан от команды Прилепа, но плотно действуют защитники Абдышаты. Мусабеков идет вперед. Нарушение. Эльзар Мелиспекулу нарушил правила против него. Чарыев. Шамурзаев. Азим Азаров. Салиев. Вот Салиев классно играет в центре. Вот. Казалось бы, да, перед стартом сезона не игрок стартового состава, но Асхарбек Салиев
своими выступлениями завоевал, да, место в центре обороны своей команды. И на данный момент он игрок, твердый игрок стартового состава. 6 минут добавлено. Шамурзаев с мячом. Батраканов. Хорошая перепасовка в касание. Все красиво смотрится. Эрбол уже справа. Идет вперед. Здорово. Прошел он оппонента. Дает передачу. На Кайрата Аджигалбека Улуя. Этот пас был. Удар какой! Ай-яй-яй! Гол! Друзья, Бекджан Сагымбаев. Какой гол! Никто не ожидал, даже я, да, и ну и какой классный удар у него получился, как он поймал мяч на ногу, и мяч по такой, как бы сказать, неординарной дуге оказался в воротах прям под дальнюю штангу. Вот отсюда вот прям вот все было видно, что мяч летит в створ, и здорово себя показывает Бекджан Сагымбаев, друзья. 3-1. Бывший игрок Дордоя, легенда. Без сомнения, Дордоя, бывший игрок национальной сборной Кыргызстана Бекджан Сагымбаев. Прямо перед началом сезона он приехал сюда и играет в стартовом составе. Истек у него контракт с Дордоем, не стали продлевать, а он понадобился здесь, в Канте. Бекджан Сагымбаев забивает третий гол. 3-1, друзья. Пришло время обратить внимание на турнирную таблицу. Ну, в турнирной таблице, друзья, Абдушата все так же останется на своей первой позиции. 27 очков у них. Здесь еще одна атака Узденов. Ох, получил травму Узденов. Уже прихрамывая надавал этот пас. Не получилось у него исполнить то, что он задумал. Ну, так вот, 27 баллов будет у Абдушаты после 10 туров. Всего лишь 3 очка потеряла эта команда. И если на пятки наступает Дордой, у них завтра матч состоится против Кыргыз-Алтына у себя дома. Мурас Юнайтед на 3-й позиции. Алга остается на своей 9-й позиции. То есть 8-й позиции. 7 очков в копилке. 8-е поражение бишкекской команды будет. 2 победы, 1 ничья. Ну и продолжает лидировать действующий чемпион Абдушата. Бекджан Сагымбаев с мячом. Мусабеков. Ну, почти истекло уже и добавленное время, друзья. После матча интервью нас ожидает, друзья. Интересно послушать, конечно, мнение Ислама Ахмедова, особенно мнение Мирбека Шабданова, нового главного тренера бишкекской команды. Прилепа. Топаева подключает он. Бекджан Сагымбаев в подкате. Вот еще один претендент на звание лучшего. Вообще сегодня оборона Абдушаты сыграла очень здорово. Без вопросов, да? Было нарушение. Наступил на ногу оппонент Эрбол Абдуджапаров. Ну и поехала, видим, также нога у Авазбека от Киева. Истекло уже, друзья, добавленное время, но была небольшая задержка времени в моменте, когда забивали третий гол абдушатинцы. И даст, конечно, разыграть этот штрафной Рыспек Шекербеков, друзья. Напомним, друзья, стартовал у нас вчера 11-й тур. Завтра также у нас еще один матч состоится. Затем уже матчи Кубка Кыргызстана, и 12-й тур тоже не за горами. Все лето мы будем сидеть за внутренним чемпионатом Кыргызстана. Вот Киев у мяча. Навешивает. Хорошо. Нет, это Кумарбай Улу среагировал, скидывал мяч. Ну, сделал все возможное. Баяман Кумарбай Улу. Ну и свистит арбитр, друзья. Матч у нас завершен. Поздравляем мы канскую команду с очередной яркой победой. Счет 3-1. Ну а алгинцев мы опять же пожелаем им
чтобы все они изменили с ног на голову. Друзья, оставайтесь с нами. Канал ЛТР Билим Билим. Для вас работал Аклик Джанчиев. До новых встреч. Пока. Ты для Абшаты снимаешь, да? Новый калибр? Не, новая. Раньше на другой вроде снимали. Да. Он говорит, да?
Добрый вечер, поздравляю с победой. Мнение о матче, вроде бы все контролировали, но пропустили один, затем забили два. Что вы можете сказать об игре своей команды в этом матче? Честно говоря, говорить чуть тяжеловато после нокдауна. Ну а так по игре, да, контролировали. Ну, ага, молодцы, хорошо подготовились, боролись. Ну, мы думаем, выполнили установку тренера. Все эти 2 недели готовили. Вот то, что готовили, думаю, сегодня у нас получилось. Спасибо большое, еще раз поздравляю с победой. Спасибо. Победой изменения, да, в составе имеется. Я думаю, что это связано с тем, что в состав национальной сборной, да, вызваны игроки, но тем не менее сегодня победили, яркая игра. Ваше мнение о матче хотелось бы услышать. Ну, я, в принципе, спасибо за поздравления. В принципе, я ожидал, что эта игра будет сложной. Как вы правильно заметили, ребята подъехали накануне. 2 из наших Амантур и Кайры отыграли обе игры полную. И 1 день на восстановление очень сложно для них. Поэтому мы их поберегли. И во втором тайме только мы их выпустили. Теймур Чариев прилетел только сегодня ночью. Поэтому и другие ребята тоже. То есть, когда вот вне команды, всегда очень сложно. Поэтому я очень сильно переживал за эту игру. Но, слава богу, класс игроков все-таки и огромное желание победить решил исход матча. Я ему за это очень благодарен. Я очень надеюсь, что у нас сейчас будет уже время. В ближайшее время они никуда не будут уезжать. И у нас будет возможность совместно проводить работу, подготовку. И следующие игры команда будет еще более увереннее. Спасибо большое, поздравляю еще раз с победой. Спасибо. Одесска! Кыргызча ойын боюнча айта кетиңиз, алгага дагы бир жеңилиш болду. Эми башынан эле чемпионат башынан эле алга көптөгөн оорундуктар менен кезишип атат. Бүгүнкү оюнда өзүңөрдүн командаңар жактан эмне болбой калды деп ойлойсуңар? Бүгүнкү оюнда эң биринчи мен каршылаш команданы утушу менен куттуктамакмын. Бүгүнкү оюнда биз Абдыш атага даярданганбыз 10 күндөн ашык. Бир аз жанагы биринчи гол бат кирип кеткени бул биздин балдарга бир аз тоскоолдук жаратты. Бирок мен командага, балдарга, оюнчуларга аракет үчүн, биздин койгон схеманы аткарган үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Анан өзүңөр көргөндөй бизде да моменттер көп болду. Гол киргизгенге. Ойлойм, эмкиден баштап голдор кирет го депчи. Эгер ушундай эме менен барсак, жакшы болот деп ойлойм. Чоң рахмат, ийгилик. Выиграть новый автомобиль реально. Примите участие в розыгрыше от сети АЗС Red Petroleum. В этом году розыгрыш пройдет в 4 этапа. И в конце каждого этапа будут разыграны автомобиль Hyundai Elantra или пикап Jack T9, 10 iPhone 15 и 100 денежных сертификатов. Заправляйтесь любым топливом сети АЗС Red Petroleum через приложение RedPay. Каждые 2000 сомов один лотерейный купон. Подробности в приложении RedPay.